Такое ощущение, что в Таджикистане все высокопоставленные лица, какие-то воры и обманщики. Неужели нет честных? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Сотрудниками Управления по борьбе с незаконной преступностью УБОП МВД Таджикистана задержали группировку членов одной семьи по подозрению в обмане бизнесмена на $2 миллиона. Членами организованной преступной группировки ОПГ названы Шакир Сабиров и два его сына – Умет и Далер Сабировы. МВД Таджикистана сообщила об этом 2 февраля в своей телепрограмме «Акбари ВКД. Новости МВД». По данным МВД, что Сабировы еще в 2008 году получили более $2 миллионов у предпринимателя Айзама Закирова и, согласно договору, должны были возвести для него в Душанбе многоэтажный бизнес-центр. Однако вместо бизнес-центра Сабировы построили жилой дом, а Айзам Сабиров отказался принять построенное здание, ссылаясь на то, что он у столичной мэрии получил разрешение на строительство бизнес-центра. В связи с этим он потребовал свои деньги обратно. Умет Сабиров в репортаже признается, что у него не было возможности вернуть Айзаму Сабирову деньги, так как он все эти средства потратил на строительство многоэтажного дома. МВД также обвинила Сабировых в том, что еще 14 лет назад они взяли в кредит в пенджикентском филиале Таджик Садирата Банк $150 тысяч и до сих пор их не вернули. Сообщается, что Шакир Сабиров в 90-е годы был депутатом парламента Таджикистана от Куштепа, а также несколько лет был мэром Пенджикента. Как вы относитесь к такой ситуации? Такое ощущение, что все они какие-то преступники. Вы согласны? А граждане Таджикистана узаконили почти за 1,5 года свои незадекларированные денежные средства на сумму свыше 2,3 миллиардов самани, сообщил председатель Национального банка страны Хаким Халикзада официальному изданию парламента Республики Садаи Мардум. По словам главы НБТ, легализованные гражданами с 30 августа 2021 года до конца 2022 года деньги вложены в банк в качестве срочных депозитов. 501 миллион самани, инвестиций 904 миллиона самани, а оставшаяся часть 929 миллионов самани на другие направления. Легализация капитала и активов граждан в республике проходит в рамках закона об амнистии в связи с легализацией имущества и денежных средств граждан Республики Таджикистан с 5 июля 2021 года. Первоначально срок действия этого специального закона составил 1 год, однако в июне минувшего года его продлили еще на год. Этот шаг тогда Хакимзада объяснил усовершенствованием закона. Поправки, кроме продления срока закона, также предполагали включение в список амнистируемых денег и имущества земельных участков и недвижимого имущества в сельских местностях, которые годами использовались без должного документального оформления. Кроме того, глава Национального банка Таджикистана тогда отметил, что внесение поправок способствует устранению барьеров для легализации драгоценных металлов и камней, расширению возможностей граждан страны по легализации денежных средств и дополнительных государственных гарантий. Хакимзада добавил, что поправки и продление срока действия закона содействуют притоку капитала в финансово-банковский сектор, созданию новых компаний и рабочих мест, увеличению капитала действующих компаний, улучшению платежного баланса страны в определенной мере и другое. Данная разовая процедура предполагает добровольное декларирование денежных средств и имущества, которые находятся в тени. В частности, это доходы, полученные незаконным путем. Легализация автоматически освобождает держателей таких активов от административной или уголовной ответственности, а также прощает им налоги, проценты и штрафы по ним. Узаконить можно деньги и имущество граждан страны и национальной и иностранной валюты в наличной и безналичной форме, которые находятся в теневом экономическом обороте внутри страны или за рубежом. Легализации подлежат только денежные средства и имущество, которые не были указаны в официальных декларациях и выведены из законного экономического оборота. Закон допускает легализацию незаконных активов, которые в целом попадают более чем под 60 статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. Как вы относитесь к такому новому закону, что, по сути, многим, так сказать, коррупционерам и преступникам дали амнистию и к такой огромной сумме, которую легализовали? Откуда она у таджиков? Как вы думаете? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.